Здравствуйте! Итоги недели в эфире телеканала «Милет». В студии Фадимия Сейдмамут. Смотрите в этом выпуске. Реализация национальных проектов. В Сочи прошел масштабный форум. Мечети быть. В селе Синицыно Кировского района решен вопрос оформления земельного участка под строительство культового сооружения. Память о великом герое. В Симферополе появится памятник, достойный Амедхана Султана. Этнографическое наследие. В Ханском дворце открылась выставка традиционных крымско-татарских костюмов. Храним, приумножая. В Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия открылась выставка. Реализация национальных проектов стала главной темой Российского инвестиционного форума, который проходил в Сочи. В масштабном мероприятии приняла участие и делегация из Крыма во главе с Сергеем Аксеновым. В павильонах был представлен выставочный стенд с достижениями экономики республики за последние 5 лет. Совет министров Крыма заключил соглашение по строительству в республике логистического комплекса с объемом инвестиций в 1 миллиард рублей. Глава Крыма подписал соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. На церемонии подписания документа присутствовал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Мечети быть. В селе Синицыно Кировского района вопрос оформления земельного участка под строительство культового сооружения решен. Депутат Государственной Думы Руслан Бальбек совместно с председателем Госкомнадзора Ленуром Абдурамановым встретились с местными жителями. Когда завершится строительство, в нашем сюжете. Песок, щебень и цемент. Жители поселка Синицыно готовы залить фундамент мечети. Но сейчас все работы приостановлены. Решается вопрос оформления участка и изменения назначения пользования земли. Мы давно мечтали о новой мечети. В будущем здесь мы со всеми жителями возведем мечеть. Все у нас началось с молитвы. Еще в прошлом году усилиями местных жителей был приобретен земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Но после общественных слушаний в генплане он обозначен как под строительство культового объекта. Сейчас жители вынуждены молиться в 2 комнатах местного общежития. Мы в том помещении не помещаемся. На праздниках многим приходится оставаться на улице. Кроме этого, в поселке собирали порядка 40 подписей против строительства мечети. Мы были вынуждены обратиться к Руслану Бальбеку, чтобы он приехал и решил этот вопрос. Парламентарий посетил поселок и встретился с местными жителями. В настоящее время администрация Кировского района разрабатывает проект регламента по выдаче выписки. После собственник земельного участка должен обратиться в Госкомрегистр. У них уже сегодня правила землепользования и застройки Синицынского сельского поселения, конкретно села Синилицыно, по этому адресу Тельмина 39 содержат сведения о том, что это земли религиозного использования. Сейчас уже разработана дорожная карта, реализовать которую необходимо до 1 марта. Решение данного вопроса будет контролироваться парламентарием. Впервые уже в новом формате найдено решение, найден компромисс, который позволяет в упрощенном порядке, с учетом того, что уже в генеральных планах уже проект застройки земельного участка уже предусматривает религиозную деятельность, вид разрешенный. Таким образом, в конце месяца обещают, что будет получена выписка, которая даст возможность местной религиозной организации, Думку, зарегистрировать уже право с видом разрешенного использования на религиозную деятельность. Руслан Бальбек готов постоянно взаимодействовать с местными жителями по всем фактам, которые дестабилизируют согласие и гармонию в поселке, будет незамедлительная реакция. По всем вопросам радикального толка, то есть от кого бы они не исходили, будет дана правовая оценка, поэтому мы договорились с людьми, что на мое имя будет коллективное обращение. Конечно же, я эту информацию доведу и до главы республики Сергея Валерьевича Аксенова, и, естественно, обращусь в правоохранительные органы. И уверен, что мы совместно и с местной администрацией, и с правоохранительными органами наведем порядок. Несмотря на сложности со строительством мечети, мусульмане поселка готовы оказать помощь при возведении православного храма, а 6 христианских семей уже совершили пожертвования на будущую мечеть. Мы не хотим ни ругаться, ни скандалить ни с кем, но будет строиться здесь новая часовня для христиан. Вот. Мы, лично я сам, моя семья и наши соотечественники готовы подставить плечо при строительстве этой часовни. Уже в марте местное население сможет приступить к строительству новой мечети. И совсем скоро в поселке будут возвышаться минареты. Султания Еситакаева, Эрвин Амиралиев, телеканал «Милет».
Жив и невредим. На прошедшей неделе капитан российского сейнера «Норд», захваченного Украиной около 10 месяцев назад, вернулся в Крым. Владимир Горбенко отметил, что пересек границу в Крым по российскому паспорту, несмотря на давление правоохранителей признать себя гражданином Украины. Ощущалась поддержка, потому что постоянно интернет штудировал, информацией владел о том, как отзываются люди о происходящей ситуации. Это тоже вселяло надежды в том, что все-таки на нас не забудут. Напомним, 30 октября 7 моряков судна «Норд» обменяли на экипажи украинских судов, задержанных ранее пограничниками за браконьерство. До этого 2 моряка смогли выехать с Украины по российским паспортам. Памятник достойному сыну крымско-татарского народа. Общественное движение «Крым» выступило с инициативой установить в Симферополе скульптуру Амитхана Султана. На этой неделе депутат Госдумы Руслан Бальбек провел совещание с представителями местной власти, интеллигенции и средств массовой информации. Сейчас проект находится на стадии активной разработки. Место под установку памятника уже определено. Есть великолепная площадь, которая благоустроена, и речь идет о площади перед входом на центральный рынок. И там есть очень хорошее место, на наш взгляд, куда бы встал памятник Амитхану Султану во весь рост. После утверждения плана проекта памятника администрация крымской столицы приступит к решению всех юридических вопросов. Проектную работу и финансирование планирует осуществлять строительная компания «Монолит». Все необходимые данные, в частности фотографии великого аса, предоставит Крымско-татарский музей. Инициаторы уверены, памятник дважды Герою Советского Союза необходим именно в полный рост. Нигде на территории бывшего Советского Союза есть бюсты, но нету скульптуры во весь рост. Вот это будет дань уважения благодарных потомков герою Советского Союза, дважды Герою Советского Союза, Амитхану Султану. Как только у нас будет проект решения будущей скульптуры, хотелось бы от телезрителей услышать какие-то предложения, замечания, чтобы в конечном итоге, пройдя общественные слушания, получить солидарное мнение в том, что это действительно Амитхан Султан, это действительно тот период жизни, который мы запечатлеем, да, то есть в виде скульптуры, отвечает тем запросам, ожиданиям общества. Установить скульптуру планируется к 99-летию со дня рождения летчика – 25 октября. Сожженные села Крыма. На этой неделе в Крымском инженерно-педагогическом университете прошло памятное мероприятие, посвященное 75-летию трагедии деревни Улу-Сала, ныне село Синапное Бахчисарайского района. Крымский центр социально- и культурного развития «Инициатива» организовал проведение памятного вечера. Подробности в нашем следующем сюжете. Молитва и минута молчания. В стенах университета вспоминали трагические события периода Великой Отечественной войны. В 1943 году немцами был сожжен поселок Улу-Сала, а вместе с селом заживо сгорело более 200 его жителей. Немцы сожгли нашу деревню. Односельчане с криками и воплями убегали в лес. Самолеты бросали бомбы. Это было очень страшно. Уроженец села и очевидец этих страшных событий Нариман Мамутов рассказал, как ему удалось выжить. Он сумел сбежать в лес, но и там их ждали мучительные испытания – голод и холод. Нам удалось спрятаться в лесу. Мы где-то прошли километр в холоде, мы провели ночь. На следующий день мы решили сделать шалаш, накрыли его листьями. Услышать о трагических страницах истории от уст очевидцев в актовом зале университета собрались преподаватели, студенты и представители власти. Безусловно, одни из самых трагических вех в нашей истории. И сегодня мы, конечно, с большим уважением относимся к тем людям, кто очень активно продвигает, хранит всю эту память о тех трагических событиях, которые были в период Великой Отечественной войны.
Трагедию села Улусала изучают ученые-историки и все, кому важна память о тех событиях. Успешно защищена дипломная работа студентки КИПУ. Снят документальный фильм. В будущем планируют издать книгу. Наша цель, чтобы в каждом деревне, где были эти страшные события, чтобы стояли какие-то памятные знаки, чтобы молодежь могла прийти возложить цветы, чтобы ухаживали, изучали свой край родной, чтобы они изучали истории своих дедов, отцов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Также в холле университета была представлена выставка, исторические документы, архивные справки, дневники, фотографии очевидцев и списки невинно погибших. Главная задача Крымского центра «Инициатива» – увековечить память жертв тех страшных событий и принять единый день памяти сожженных деревень в Крыму. Султанис Такаева, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет». Мужские, женские и детские. В Ханском дворце открылась выставка традиционных крымско-татарских костюмов. Выставочный зал украсили как повседневные, так и праздничные одежды крымских татар в XIX веке. На экспозиции побывала и наша съемочная группа. Фески, пояса и кисеты. Эти костюмы выставлялись ранее, но по отдельности. В этот раз экспозиция собрала национальные крымско-татарские костюмы от головных уборов и вплоть до обуви. Такая выставка, она позволяет представить наиболее полно и точно, как выглядел крымско-татарский костюм традиционный, увидеть, чем отличается праздничный костюм от повседневного. И на наш взгляд, это более интересно и аттрактивно, то есть впервые мы так показываем его, собрав в одном зале. Правдивое зеркало прошлого. Именно так организаторы выставки называют исторический костюм. К сожалению, сегодня недостаточно информации о национальной одежде крымских татар. Единственные места, где есть образцы одежды прошлых веков – Бахчисарайский заповедник и Крымско-татарский музей культурно-исторического наследия. По крымско-татарским костюмам еще не было написано научных работ. Чтобы собрать их и изучить, ученым необходимо проанализировать множество архивов. Я думаю, что вот эта выставка очень поможет людям, которые занимаются научными работами. Эта одежда характеризует душу крымских татар, отмечают сотрудники Ханского дворца. Вместе с костюмами представляются ремесла, популярные в те времена, например, вышивка и ткачество. Это очень важно, потому как к нам приезжают люди, приезжают с разных городов, с разных стран, приезжают сюда с желанием узнать о крымских татарах. И, наверное, вот Ханский дворец является вот тем центром, где, наверное, вот так вот можно саккумулированно узнать о народе практически все. Экспозиция станет полезной и интересной не только для иностранцев, но и для тех, кто давно знаком с уникальной культурой нашего народа. Выставка крымско-татарских традиционных костюмов продлится до 31 марта. Фатиме Сейдаметова, Сусана Рифиева, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет». 30 лет. Именно столько прошло со дня вывода войск из Афганистана. На этой неделе в столице Крыма ветераны-афганцы рассказали школьникам о своем боевом пути. Подробности расскажет Сабрие Алимова. Страшно было Паншерское ущелье. Ахмад Шах Масун 3 раза через нее проходил. Но успешно. Ни одного подрыва, ничего не было. Самое страшное – терять друзей в Афганистане, рассказывает генерал-майор в отставке Александр Волков. 30 лет прошло, но события страшной афганской войны до сих пор перед глазами. Ветеран даже написал книгу о кровоточащей ране на карте мира. У нас армия была сначала 100 тысяч, потом чуть побольше в Афганистане. Крымс-татар у нас в 90-м году, 1 января, насчитывалось здесь в Крыму проживающих, которые воевали в Афганистане, 490 человек. Сейчас намного больше. И вот со мной пришли. Своими воспоминаниями поделился и участник боевых действий в Афганистане Ибраим Ахмулаев. Он в 23 года возглавил батальон и был командиром танка. Сопровождал военные грузы и продукты питания в Термез, Кабул и другие города. Задача нашего экипажа была защищать колонну. Мы должны были весь удар принять на себя, чтобы колонна составляла 100-200 машин, вы понимаете. Афганская война переплела судьбы полумиллиона наших солдат, каждый из которых стал частью истории. Афганцы – это солдаты, пережившие войну, познавшие цену жизни и смерти, а также чувство долга перед Родиной. Школьники с уважением и гордостью слушали ветеранов военных действий. Ребят до глубины души затронули рассказы солдат.
Мы поняли, что война – это очень страшно, очень ужасно и никогда не должна повторяться. Мы послушали людей, которые остались и которые сами через это проходили. И это действительно очень важно и очень поучительно, чтобы такого никогда больше не повторилось. В свою очередь сотрудники библиотеки Гаспринского прочли стихи, посвященные тем страшным дням. Поблагодарили ветеранов за их напутственные слова подрастающему поколению. Мы должны рассказывать молодому поколению, должны рассказывать нашим детям, что такое война. Чтобы никогда, ни у кого, никогда не возникала мысль, что война – это хорошо. Потери советской армии в этой войне составили более 15 тысяч человек. 15 февраля 1989 года последний наш воин покинул Афганистан. Фотографии тех лет напоминают о доблести и героизме солдат и офицеров, которые отстаивали интересы страны. Сабрия Алимова, Владислав Кравцов, телеканал Миллет. «Храним, приумножая». Именно с таким названием состоялась выставка в Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия. За 2018 год была проделана трудоемкая работа, в ходе которой было собрано более 700 работ. Какие эксклюзивные экспонаты были представлены на выставке в этот раз, узнала наш корреспондент Севиля Меметова. Безусловно, название выставки говорит само за себя. Ведь основная задача музея – поиск, сохранение, изучение и, конечно же, популяризация экспонатов. Сегодня на выставке представлены экспонаты, которые собраны в течение 2018 года. Эта выставка, она у нас уже стала традиционной и является своего рода отчетом о проделанной работе наших научных сотрудников. В прошлом году сотрудниками музея и его дарителями было собрано более 700 эксклюзивных экспонатов. К сожалению, на выставке представлена всего лишь их небольшая часть, среди которых предметы изобразительного искусства, старинные фотографии, костюмы легендарных певцов крымско-татарского народа. Внести свою лепту в выставку захотел и известный художник Александр Крапко. Его работы посвящены архитектуре старинных домов крымско-татарского народа. Традиционные татарские домики, которые в то время, когда их делал, когда делали эти рисунки, они еще, в общем-то, были живы. Выставка предметов истории и культуры нашего народа будет работать в течение февраля и марта 2019 года. Севиля Меметова, Виталий Голубев, телеканал Миллет. Сохранить жизнь. Сотрудники ГИБДД Симферопольского района провели акцию для родителей. Чтобы избежать беды с автокреслом «Ты води». Почему нельзя экономить на мерах предосторожности, расскажет Сабрие Алимова. С самого раннего возраста не забывайте о детках, о своих, заботьтесь о их безопасности. Безопасность ребенка необходимо обеспечивать с первых дней жизни, особенно когда родители автомобилисты. Для новорожденных следует приобретать автокресла, предназначенные для детей от 0 до 1 года, весом до 13 килограммов. В автокресле ребенка следует располагать в противоположном от движения направлении. Это связано с тем, что голова малыша составляет 25% от массы всего тела, в отличие от взрослого человека. При каком-то столкновении, резкой остановке или ДТП он делает резкий кивок вперед и может пострадать шейный отдел позвоночника. Это очень важно всем знать, помнить и никогда не возить ребенка на руках, в коляске, в люльке от коляски, которая не может быть так зафиксирована и не предоставляет никакой безопасности. Дети – одна из наиболее уязвимых категорий пассажиров. В ДТП они страдают значительно больше, чем взрослые. Самое безопасное место для установки автокресла в салоне автомобиля – это середина заднего сиденья. Главная задача автокресла – обеспечить безопасность ребенка в ДТП, а также резком торможении. Оно значительно уменьшает вероятность получения смертельной травмы на 75%. Сотрудники ГИБДД посетили перинатальный центр столицы и рассказали молодым мамам о правилах перевозки детей в автомобиле. Детское кресло в машине должно быть выполнено из качественных материалов. Обязательно наличие крепкой металлической застежки, которая будет удерживать ремни безопасности. Важно также наличие съемного чехла. Детей возрастом до 7 лет должны перевозить в автомобиле только при наличии автокресла. За нарушение требований, предъявляемых ПДД к перевозке детей в салоне автомобиля, предусмотрена административная ответственность в размере штраф в размере 3000 рублей. Азиме Шейхислямова, мама 2 детей, буквально на днях собирается приобрести автокресло для своего второго малыша Шакира. Пользуемся удерживающимся устройством.
А это что такое? Ну, это как аналог автокресла, просто он чуть меньше занимает места. Это же в первую очередь безопасность наших детей. Сначала сопротивляется, и причем чем меньше возраст, тем больше сопротивления. Соответственно, ребенок, когда чуть подрастает, объясняешь, он понимает уже. Специалисты ГИБДД отмечают, автокресло должно быть приоритетной покупкой для молодых родителей, ведь жизнь ребенка бесценна. Сабрия Алимова, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет». Указом президента Владимира Путина 2019 объявлен годом театра в России. Как в Крыму развивается театральное искусство, разбиралась наш корреспондент Эльмаз Аблякимова. Сигарычи! Просмотр спектакля позволяет зрителю отдохнуть от суеты и обогатиться духовно. В столице 4 театра. Одному из них скоро исполнится 200 лет. Крымский академический театр Горького вмещает в себя сразу 6 сценических площадок, что позволяет включать в репертуар сразу 60 спектаклей различных жанров. Театр начал свою работу в XIX веке. В среднем за месяц он представляет более 50 спектаклей. Служители Мельпомены подготовили для зрителей целых 8 премьер. Театр очень красивый, театр замечательный памятник архитектуры. Есть, конечно, как в любом учреждении с таким сроком жизни, определенная масса проблем, с которыми благодаря, конечно, руководству Министерства культуры, руководству республики мы справляемся. Для юных поклонников искусства строится новое 5-этажное здание театра кукол в самом центре города. В ближайшее время будет готова новая большая сцена, где и представит вниманию зрителей двухактный спектакль «Щелкунчик». Будет в театре кафе, будет музей, где можно будет пройтись, посмотреть во время перерыва антракта и потом продолжить уже просмотр дальнейшего спектакля. Крымский академический театр кукол. Уже скоро можно будет переступить порог совсем нового здания. Начало строительства в декабре 2017 года началось. И по плану планируем завершить в декабре этого года. Во время строительства спектакли проходят на малой сцене театра имени Горького. Труппа из 14 актеров только в прошлом году успела сыграть около 700 спектаклей. Директор театра кукол уверяет, этого количества актеров достаточно, но как только будет готово новое здание, труппа будет расширяться. Государственный академический музыкальный театр Республики Крым. Именно здесь проходит огромное количество выступлений звезд современной эстрады. Осенью прошлого года театр открыл свой 64-й сезон. Балует зрителя всем. От классических оперет и мюзиклов до рок-опер и музыкальных детских сказок. В феврале планируется 2 грандиозные премьеры. Это мюзикл «Три мушкетера» и спектакль в одном действии «Роман о девочках». Крымско-татарский академический театр. Такой единственный во всем мире. Он открывает двери для всех ценителей искусства и культуры крымско-татарского народа. Благодаря участию и победам в международных театральных фестивалях слава о крымско-татарском театре распространилась далеко за пределы республики. Ежегодно театр выпускает новые спектакли. Мы планируем много различных мероприятий. 21 февраля в нашем театре состоится премьера моноспектакля по произведению драматурга Бекира Чубанзаде. Думаю, что наши зрители оценят этот спектакль. Также в этом сезоне будем показывать комедии. В России запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Крым, как театральный регион, готов достойно провести этот особенный год. Эльмаз Аблякимова, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». На этом пока все. Спасибо, что были с нами. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Всего доброго и до встречи.